Пока сама разденешься, потом... Поход в фельдшерский пункт для Аркаи Низамовой с ребенком – испытание. В тесной комнате не развернуться, стены трещат по швам. А в сильные морозы температура здесь не выше плюс 10. Ну, тут нет условий, тут мало. Раздеться, видите, что ребенку даже, если только тут раздеться, ребенку там раздеть никак. У меня и грудной были дети. Вот зимой было холодно. Сейчас, конечно, потеплее, потому что на улице теплее. Фельдшер Ландыш Закирова здесь работает 15 лет. И все эти годы не теряет надежды, что однажды откроют новый ФАП. Народ как приходит? Ему скажешь 8:30, он все равно придет в 8. Он будет ждать все равно до 8:30 на улице. Так как помещение маленькое, я не могу поместить всех здесь. В Анатыше живут 400 человек. Местный ФАП принимает также пациентов из соседней деревни Шиланка. Внутри ФАПа из удобств нет даже элементарного туалета. Поэтому, чтобы справить нужду, посетители вынуждены выходить на улицу и добираться вот до этой деревянной будки. Отмечу, что зимой путь даже до него превращается в полосу препятствий. Нет в здании и централизованного водоснабжения, а потому за водой медсестра ходит к соседям. Воду берут они у нас. К нам заходят за водой. Как не помогать? Ей ведь тоже надо работать. Работает медпункт в бывшем здании школы. Постройке больше 40 лет. 2 человека зайдут и все. Вот мы, старики, куда пойдем? Дети далеко живут. Новый фельдшерский пункт в этом селе все же появится. ФАПы в республике строят по программе модернизации первичного звена. Главное условие – на селе должно проживать не меньше 100 человек. В 2019 году также сюда приезжали депутаты и осматривали. И, соответственно, вот тогда было принято решение и включить в программу постройки и замены на модульные ФАПы. В этом году в республике откроется 52 ФАПа. Один из них в Анатыше. Во всей республике вводятся в эксплуатацию новые модульные ФАПы, оснащенные всем необходимым. Здесь также было запланировано на 2023 год. Но ввиду ветхости здания и обращения жителей, плюс деревни все-таки не маленькие, населенные пункты большие, было принято решение перенести постройку модульного ФАПа с 23 на данный год. Анатышская история не первая. 1,5 года назад жители села Чернышовка Высокогорского района обратились в Конституционный суд. Сельчане задались вопросом, почему они не попали в программу, если ФАПы появляются в деревнях с меньшим населением. Как выяснил суд, не были четко прописаны условия, по которым населенные пункты включаются в эту программу. Признать подпрограмму 12 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры», соответствующей Конституции Республики Татарстан. Жители Анатыша надеются, новый ФАП скоро появится, и медпомощь перейдет на современный уровень. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Рыбнослободский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.